bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня мы отмечаем 8 марта. Праздник весны, любви и красоты. Милые наши девушки, женщины, Апалар, Абеляр, мы всех вас очень любим. Всегда готовим с душой. И только для вас, я уверен, 8 марта сегодня многие мужчины накроют такой стол, как у нас. Внимание, встречайте! Для вас сегодня готовит ведущий актер театра имени Камала, заслуженный артист Республики Татарстан Фанис Зиханша. И сам Фанис. Привет, привет, Руслан. Рад вас видеть. Это вся наша история в этой книге. Хочу подарить вам. И еще у нас как... С пустыми руками. Прошла премьера «Проходжуна Сартина», и вот как раз тюгайтейки из головых ужей. Фанис Зиханша, заслуженный артист Республики Татарстан, актер Татарского драматического академического театра имени Галиаскара Камала. Родился 1 июля 1972 года в деревне Кубянь Атнинского района Республики Татарстан. Окончил педагогический колледж и год работал учителем в школе. В 1995 году окончил Казанский институт культуры и искусств в классе педагогов Марселя Салимжанова и Фарида Бекчентаева, после чего был принят в труппу театра. В театре им сыграно около 30 ролей. Среди них Тригорин в «Чайке» Чехова, Алмаз в «Казанских парнях» Гелязова, Рим в спектакле «Свет моих очей» Минулина. В феврале состоялась премьера спектакля «Ходжана Средин» с Фанисом Зиханшой в главной роли. Кроме того, он пишет сценарии и снимается в кинофильмах. Фанис женат, воспитывает 4 детей. И сегодня мы будем как раз готовить праздничную тыкву «Хабакка кунаклаган таук». Специально для наших любимых женщин. Так, мы берем тыкву. Так. Надо отрезать головку здесь. А ты, Руслан, как раз я буду резать. Пожалуйста, с луком займись. Так, то есть у нас мы будем блюдо готовить прямо внутри тыквы? Да. А что еще кроме лука у нас для начинки используется? Для начинки у нас будет грибы, рис и курица. То есть, несмотря на то, что блюдо для девушек, начинка-то как раз-таки для мужчин. Конец. Ну и, естественно, первый вопрос. Ну, я смотрю, с тыквой справляешься профессионально. Что готовит Фанис Зиханша? И когда, и для кого? Знаете, я готовлю всегда и для себя. И только для себя? Да, потому что кроме меня никто не кушает. Нет, то, что я приготовлю, да, никто не кушает. Ну хорошо, а чем можно удивить Фаниса? Вот что ты любишь кушать? Я люблю зеленый чай и, наверное, кашу рисовую. Как раз у нас есть рис. То есть вот так вот? Неужели это связано с работой или все-таки это с детства такие блюда? Не знаю, вот так нравится. Зеленый чай, никакого мяса? Нет. Фанис, ну расскажи хотя бы, откуда рецепт сегодняшнего блюда? Ну, это, конечно, праздничные блюда. Каждый раз 8 марта я с утра 6 часов встаю, иду... На репетицию в театр? Нет, я сразу иду к столу. на кладовую, беру там самую большую тыкву и вот готовлю, как сегодня, сейчас. Вот, мужчины, берите пример, что надо дарить девушкам. Но если не понравится, всегда можно сбегать и купить духи, да? Ну да, согласен. Фанис, ну нельзя не отметить, что вообще тыква у татар это очень популярное блюдо. Да. Вот в нашей деревне был бялиш из тыквы, пирожки из тыквы, каша из тыквы. Да, и суп его кладут, и куда только не кладут. И даже по тыкве дают, когда не слушают. Да, плохо себя ведешь в татарской семье, держи, сразу по тыкве получил. Да. Тыква, можно сказать, смело, татарское национальное блюдо. Блюдо, правильно. Да. И обязательно запишите сегодняшний рецепт. Так, у меня лук готов. Так, Руслан, сейчас надо лук обжарить. Так, Потом сейчас. тебе еще поручение, вот грибы. Шампиньоны. Соломкой, а я займусь с грудинками. Так. У меня уже, как видишь, тыква готова. Так, Почистили. То есть тыква сегодня у нас это и есть кастрюля. Да. Так. Фанис,
Мой любимый вопрос. Расскажи мне про свое детство. Когда все мечтали стать космонавтом, мечтал ли ты сразу стать актером? Детство, как у всех нормальных людей, был маленьким. Мечтал стать милиционером, Вот. потом водителем комбайна, потом учителем именно начальных классов, так как моя мама работала учительницей, а папа работал в комбайне, и я вместе с ним как раз... Проводил часто время на поле. Да. А представь, в милицейской форме едешь ты на комбайне. Да, на работу в школе. С указкой. С указкой на руках. Ну, вот я чувствовал тогда, что ты станешь актером. Видишь, у тебя каждый раз все менялось желание. Да. Каждый год при том. Каждый год. Да, по-новому. Ну, а все-таки на театральный путь, так скажем, как ты попал? У нас была классная руководительница Лимарапа. Как раз она ставила сценировки по произведениям Габдулла Тукая, и мне дал роль Шурали. Но я очень-очень хотел играть Батора. Ну, она сказала: ты такой высокий, и тебе не годится эта роль. А вот роль Шурали — это твоя. Да, как раз будешь прыгать, махать своими длинными руками. Пугать людей. Да. Вот так и пошло. Ну, а профессиональное образование где ты получил? Я закончил Арское педагогическое училище, потом поступил в географический факультет в Казани. И как раз в один прекрасный летний день, когда мы возвращались из работы, с мешками, набитые камнями, вижу афишу. Набирается на профессиональные театры, режиссеры и актеры. Педагог и режиссер Марсель Салимжанов и Фарид Бекчантаев. Эти камни выбросил и сразу пошел туда. Пришли вы поступать к Фариду Бекчантаеву. Помните, как вот вообще, что читали, как поступили? Да, мне было дано задание показать 3-летнего ребенка. Первый этюд. Потом стихи. Конечно же, стихи. Любимый поэт был у меня Хадид Акташ. Был такое стихотворение. Пип-пип-пип, келе қоз бәпкәсе, яқ шаттанып келген сөйләне. Қоз бәпкәсе, жаным, білмейм тіліңді, кім үйретті сені шулай сөйләргә. Білсем иде, мен де ятар идем аунап сөйремдә, сен де тілегенше ашап йөрер идең тиремдә. Қоз бәпкәсе, жаным, тілің білмейм, кім үйретті сені шулай сөйләргә. Ғәҗәп матур сөйлей беләсең, анаң уңган қаздыр күрәсең. Вот это вот. Но у жюри не было других вариантов. И я думаю, наши великие режиссеры и сейчас вспоминают того маленького молодого Фаниса. С ужасом. Ну, навряд ли. А в вашей семье кто-то вот из родственников Нет, сразу я есть, знаю. кто в театре работает? Вот Там? уже вопрос я знаю, нет таких. Я единственный. И неповторимый. Да. Так, как у тебя грибы? Ну, Шикарно. стараюсь. Супер, надо Проверяй, сейчас пожалуйста. отправить его. А, грибы мы тоже будем обжаривать, да? Да, с луком вместе, а вот грудинку отдельно. Можем тоже сковородку поставить уже. Сейчас, секундочку. Так, грудинку мы тоже будем обжаривать. Да, отдельно. Понятно. Аня, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя лично с 20-летним юбилеем. 20 лет работы на сцене театра Камала. Друзья, это достойно аплодисментов. Спасибо. Поздравляю, Фаня. Спасибо. Поделись секретом. Не было ли желания поменять место работы? Все-таки Было. 20 лет в одном театре. Было. Каждый год меняем. Как мы только получаем новые роли, у нас начинается новая работа. Так получается, Какой что мы красивый меняем. ответ. Да. Так, у меня все Так, с курицей. Можем отправить. давай, вот есть у меня сковородочка. Спасибо. Так. Будем ли мы солить, перчить это все? Мы будем попозже перчить, солить. Итак, Фанис, мы сейчас все это обжариваем. Отдельно грибочки с луком, отдельно курицу. И что делаем потом? Подождем, чтобы до конца обжарились. Потом будем выкладывать в тыкву слоями. Первый слой будет у нас как раз рис. Потом пойдет грибы, потом опять рис, потом курица и так по очереди. Итак, мы сейчас все дожарим и продолжим. Итак, у нас все готово. Мы сейчас будем начинать нашу тыкву слоями. Первый слой у нас рис. Да, я начинаю с риса, потом туда пойдет у нас грибы. Обжаренные с луком. И курица. Так, пожалуйста, давай сюда, Руслан. Так. Первый слой готов. Ага. Так, и грибочки. Да.
Фанис, я предлагаю сейчас нашим зрителям рассказать про первую твою роль в театре Камала. Так, это была роль. Пьеса была «Идыгай». Я был на 3-м курсе. Ангасан. Марсель Салимджанов меня вел этот спектакль. Я не помню, я помню только, как проорал весь роль. Вот. Потом все сказали, видно, слышно. Но что говорить, непонятно. Непонятно. Да. Ну, для первой роли это еще нормально было. Сейчас курица. Так. Ну, а сколько всего ролей было сыграно вот за 20 лет в театре? Помнишь? Нет, не помню. Ну, более 20, наверное, это как минимум. Ну да, максимум 55. Максимум 55. Любимые роли есть? Любимые герои? Все любимые, все мои. Фанис, ну расскажи нам, вот какое у тебя все-таки актерское амплуа? Больше как драматический актер или комедийный? Трагедия. Больше... Давай сюда Не лук. верю. Давай сюда лук, а то я умру с голода. Вот сейчас верю. Сейчас верю. Так. Это шутка, дорогие телезрители. Я люблю все амплуа. Ой-ой, ты куда? Поздно уже. Испугал ты меня, Фанис. Так, ну нет, если все разровняем, Сейчас, подожди. Вот. когда все это пропечется внутри тыквы, с тыквы выйдет вкусный сок, Да. все это смешается, Да. это и будет премьера сегодняшней программы. Да. А сейчас, Как унахлаган таук. так именно называется наше блюдо, Давай, повторить таук, сложно. главный герой, наш персонаж, главный персонаж. Ну а сейчас пару слов расскажи о последнем твоей роли, о последнем персонаже Ходжана Среддине. Что рассказывает Руслан? Я лучше приглашу в театр Камала. Приходите, посмотрите. Я вот, дорогие друзья, недавно сходил, посмотрел, и первое, что меня удивило и одновременно испугало, это когда я сидел по центру зала, и с правой стороны появился сначала Фанис, и в компании большого настоящего ишака. Да. Чья это идея была вот использовать? Специально откармливали. Специально обучили ишака, чтобы он ходил между рядами. Выходил на сцену, делал поклон. У меня был вопрос, Фанис, когда я увидел его, откуда его взяли? В зоопарке или это частный? Да, частный ишак. Неужели в Казани кто-то держит ишаков? Под Казанью. Да, под Казанью возможно. Под Казанью Туда может быть. отправляем теперь мы Так, сливочное масло. Сливочное Где-то масло. 100-150 грамм. так. Фанис, как тебе твоя роль? Вот чувствуешь, что это твое? Чувствую. Я живу. Я дышу, я сплю. Мне понравилась шутка, когда у тебя украли ишака, и люди тебе сказали, ну как, у тебя же украли ишака, это горе. А ты сказал, нет, не горе, хорошо, что ишака украли, а вот если бы я на нем был, нас бы украли обоих. Да, еще Ходжа Насреддин однажды говорит, кто считает себя самым богатым, пускай придет ко мне, и ему я дарю своего последнего ишака. А в этом районе жил богач, которого неимоверное было богатство, и однажды приходит к Ходжа Насреддин и говорит, я вот самый богатый, я доволен своим богатством. Ходжа посмотрел на него и сказал, если бы ты был доволен с богатством, не приходил бы за моим последним ишаком. Значит, ты недоволен, говорит. И так Вот не дал так вот. ишака. А между тем наша тыква готова, и мы отправляем ее в духовочку. Берем противень, прошу вас. Вот так красиво, эмоционально мы это делаем. И через 1,5 часа мы попробуем тыкву по спецзаказу и по спецрецепту Фаниса. Так, Фанис, колдуйте. Наша кулинарная премьера должна быть на 5. После небольшой паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Кабакка кунаклаган таук. Тыква, фаршированная курицей. У тыквы срезали крышечку, очистили ее от семян и волокон. Длиннозерный рис отварили в подсоленной воде, воду слили. Куриные грудки нарезали небольшими кубиками и обжарили на растительном масле до появления золотистой корочки. На отдельной сковороде обжарили нарезанный репчатый лук и шампиньоны. Далее все ингредиенты выложили в тыкву слоями. Сначала рис, потом курицу и грибы. Затем слои еще раз повторили. Подготовленную тыкву поставили на противень, накрыли тыквенной крышечкой и отправили в духовку на 1 час. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем. И сегодня мы готовим здесь исключительно для наших любимых женщин. С праздником вас, дорогие Пока девушки! готовится наш кабак, мы будем делать сейчас блины.
Фанис Зиханша, ведущий актер театра Камала, сегодня с нами. Фанис. Қабаққа қонақлаған тауық есть. Сейчас у нас қабаққа қонақлап қошқан қимақ будет. С удовольствием второе блюдо. Итак, начинаем готовить. Дрожжи. В них я, кстати, добавлю немножко водички. Так, да. И соль туда, и сахар чуть-чуть. Все это, да? Угу. Так, смешаем. Если вода будет теплая, это будет шикарно. А говоришь, редко готовлю. Ну, это уж все умеют. Так. Руслан, дай мне вот тот инструмент. Венчик. Да, венчик. Кто-то называет его веник, кто-то венчик. Так. Так, Смотрю, да, и завидую, как справляется Фанис сегодня. Если у на тебя кухне. там все расставил, можно отправить уже сюда. Все, добавляем? Да. Так. Ты какие блины каймак любишь? Сыек махуема? Ну, больше куи, наверное. Куя. И чтобы было варенье, или джем, или сгущенка. Или черная икра. Фанис, 20 лет на сцене, замечательная роль. А не было вот, кстати, есть ведь примеры в вашем театре, когда актеры переходят на должность режиссера и сами ставят театральные постановки? Мне кажется, Руслан, каждый человек должен заниматься своим делом. Поэтому у меня такого желания нет, к сожалению. Актер? К счастью. Может, к сожалению, а может и к счастью. Итак, мы, скорее всего, к счастью, сейчас будем жарить блинчики. Тесто у нас готово. Да, как ты сказал, видишь, густой. Так, включаем сковородочку. Масса у нас. Растительное масло добавляем. Да. Каймак уже у меня, видишь, тесто готов, вся в пузырьках. Бар-бар-бар-бар келе. А значит, можно готовить. Эльбетте. Так. Ганис, если ты не будешь против, а я знаю, ты против не будешь, я предлагаю сделать второй вариант нашего каймак. То есть один вариант мы прожарим здесь, на плите, а второй мы отправим в духовку, как в деревне. Да, И это будет такой деревенский вариант. Хорошо, я согласен. И посмотрим, какие будут красивее. Да. Так, давай. Значит, твой вариант первый. Так, это уже все. Сковородочка раскалена. Да, можно спокойно. Бисмиллахир-рахманир-рахим, меня шайтани разим. Так. Так, первый каймак пошел. И Чуть-чуть ничего. получился круглым, никомым. Надо готовить с любовью. Вот, главное, я забыл сказать, так как весна, пора любви. Махаббату узи искенерсе, har bir йөрәгән яңарта, тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аның хисе белән янарга. А мы сегодня будем каймак хисе белән яна. Фанис только что покорил еще 400 девушек нашей республики красивым стихотворением. Нашей республики только. А ближние, дальние, зарубежные. Нас смотрят, кстати, по всему миру. Так, Фанис, давай мы сразу сейчас Давай, Руслан. вторую партию. Манасын сиңа тапшырам. А, вот так вот, да? Да. А Держи. это я буду уже до конца довести. То есть свою партию я сам сделаю. Да. Так. Фанис, вы недавно с театром вернулись с гастроли с Нижнекамск. Ну, по Татарстану вы точно были. Йошкар-Ола, Москва, столица нашей России. Шанхай. И в Шанхае побывали? Да. Вот он, театр Камала. Финляндии, Хельсинки, в Будапеште играли мы весной, кстати. Как вам зрители? Знаете, супер, просто супер. То есть ваш театр узнает, вы ежегодно ездите по этим странам? Не по странам, но по городам точно. Каждый год туда же. В этот же театр, в этот же час, в этот же момент. Есть любимые постановки, которые вы ежегодно привозите? Или репертуар меняется? Конечно, нет. Наши зрители очень любят наше фирменное блюдо каймак здесь, а у них зенгаршаль. Незабываемая пьеса Карима Тинчурина в дуэте с Салих Сайдашевым. А теперь давайте послушаем песню Салиха Сайдашева «Карурман». Исполняет Фанис Зиханша. Это была шутка. А мы уж, Фанис, приготовились и думали, что вы для нас исполните песню. Я вижу лица моих партнеров, которые знают, как я пою. И, наверное, уже все в шоке. Да, мы не будем рисковать и отправляем блинчики от Руслана Шарафудинова в духовку. Да. Наш каймак. Да. Подборные аплодисменты. Ах, горячо. Кстати, тыква, смотри. Да, пахнет уж. Ароматно. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. После пару мгновений мы попробуем оба наши блюда. Оладьи, каймак. В теплое молоко добавили одно яйцо, соль, сахар, дрожжи и тщательно перемешали. В готовую смесь всыпали просеянную муку, замесили тесто и дали ему подняться. Оладьи жарили двумя способами – в духовке и на плите. При жарке оладьев на плите на смазанную растительным маслом сковороду ложкой выложили небольшое количество теста и обжарили до образования румяной корочки. Затем перевернули и обжарили другую сторону. В духовке оладьи поджаривали лишь с одной стороны, так как и низ, и верх
прожариваются одновременно. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Фанис, Самый волнующий момент. самый вкусный момент нашей программы. Итак, Давайте посмотрим и проверим. открываем крышечку. Вау! Смотри. Наша тыква готова. Также готовы наши блинчики. Анис, это вот по твоему рецепту. Да, Мы да, их да. жарили на плите, а здесь блинчики деревенский вариант. Именно вот такого цвета они получаются, если их запекать в духовке. Или, как наши бабушки, в печке. Фанис, давай, мне побольше. Можно? Так. Да. Итак, сегодня мы отмечаем и 8 марта, и премьерный спектакль Хавакта кунаклаган тавок. Именно так он называется, друзья. Главный герой тавок. Главный герой Фанис. Итак, бисмиллахир-рахман-рахим, все у нас готово. Какая же получилась начинка, но по запаху прекрасная. Действительно. Друзья, здесь еще есть бульончик. Сюда Сейчас идти я можно попробую. Тыкву. Да, и тыкву по бокам, если взять. Можно съесть и кастрюлю. Даже мыть не надо. Фанис, буквально вчера ты удивил меня на сцене в роли Ходжаны Средины, а сегодня ты меня в роли профессионального повара удивил. Это еще не все. Браво! Фанис не может оторваться от блюда, которое он приготовил, но и нельзя забывать о наших оладушках. Безнен каймак, туренданат Москва. И мы берем их немножко в варенье, чай. Бисмиллахир-рахман-рахим. Фанис, предлагаю. Очень вкусный каймак. Я кастрюлю кушаю. Все-таки народные артисты, они любят блюда с мясом. Да. Но я предлагаю тебе все-таки попробовать, особенно тот каймак, который мы испекли в духовке. Вот такой он красиво получается. Как будто в гостях в деревне у бабушки. Хрустит неимоверно. Фанис, мне кажется, секрет наших оладушек, нашего каймака в том, что мы готовили это все на качественной посуде. И от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе чудесную сковородку. Посуда бренда Кукмара – это экологическая безопасность, долговечность и яркий дизайн. А оригинальное цветовое решение сочетается с простотой ухода. Антипригарное покрытие обладает повышенной прочностью. Дорогие женщины, помните, вы всегда нужны нам, своим отцам, детям, внукам, мужьям. Шуңа күрә без сезне хөрмәтлибез, яратабыз. Һәр вакытта шулай көләч, матур, авыр чакта да башыгызны горур югары тотып яшәргә язсын. И берегите нас. Нас, мужчин. Да. А мы, в свою очередь, будем готовить для вас такие вкусные блюда и готовы совершить любой подвиг. С праздником, милые наши дамы! Мотор кызларыбыз, әниләребез, әбиләребез. Фанис Зиханша и Руслан Шарапудинов готовили для вас исключительно с большой любовью. Рахмет! Увидимся, дамы и господа, ровно через неделю. Спасибо. Да здравствует интернет, я первый раз готовлю, нет, второй раз. Первый раз у нас не получился. Нет, мы не будем. Я скажу всю правду. Трудное детство у меня. Я рос сиротой. Сейчас. Не правда, надеюсь? Давай еще раз. Что рассказывать, Руслан? Пускай наши дорогие телезрители, И можно вот веник. Руслан, Венчик? венчик. Ну, можно и веник, конечно, как говорится. Руслан, можно венчик? Будьте довольны, друзья, тем, что у вас есть, а я доволен тем, что держит в руках. Ой, А ты куда? и потыкай сразу.